вечер, уважаемые телезрители. Это передача «Диалоги», я ее ведущий Алик Каримов. И сегодня у нас в гостях заместитель полпреда президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Мурат Магомедович, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад, что вы нашли время принять участие в нашей передаче. Вы приехали в Грозный по приглашению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова в связи с 63-й годовщиной со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Правильно? Абсолютно. В 2000 году, когда Ахмата Хаджи указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначили главой Временной администрации Чеченской Республики, вы работали в Управлении Федеральной службы безопасности по Астраганской области. И как кадровый офицер спецслужб, как вы восприняли весть о том, что Ахмата Хаджи назначили руководителем Чеченской Республики, жителем которой вы являлись и являетесь? Спасибо, Львив, за такое очень представление, серьезно. Ну, вы сказали, что в гостях находится. Я считаю, что я не в гостях, я у себя дома. В гостях передачи. Да, в гостях передачи, потому что гостем в собственном доме быть не может человек. Конечно. Действительно, сегодня очень такие знаковые мероприятия прошли, очень такие серьезные торжества, памятные мероприятия, которые, как всегда, прошли вот действительно на таком порыве, когда люди вспоминали вот Ахмат Хаджи. Плакали мужчины. Да, абсолютно правильно. Те добрые дела, то, что он сделал. И это очень важно. Он сделал, по сути дела, с нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, они остановили войну здесь. Это именно в Чеченской Республике, да в целом и на Северном Кавказе. Ну, вот. Я очень благодарен. Я довольно-таки часто бываю дома, приезжаю к родственникам, к маме приезжаю. Ну и, как правило, там, через Грозный, через другие субъекты, но больше через Грозный. И, конечно, я не мог не участвовать в мероприятиях, тем более Рамзан Ахматович пригласил, сказал, что вот очень хотел бы видеть. Почему? Потому что мы долгие годы работали с его отцом, с Ахмат Хаджи Кадыровым, человеком очень такой. И все-таки первое впечатление какое у вас было, когда его назначили? Вы знаете, первое впечатление, тогда это Чечено-Ингушетия, мы все знали вот эту семью Кадыровых. Это не просто семья такая, это семья, которые имели очень такие большие религиозные корни. Это люди, которые, очень много среди них было людей, которые, вот ученых людей в области, значит, ислама, в области вот такой не просто религиозной догматики, а действительно это пласт огромный. Вот, Кадыров, и Ахмат Хаджи, и дядя, и отец, и вот люди, которые связаны вот с этой фамилией. Конечно, мы все его знали, мы все понимали, насколько значит, это будет эффективно. И это было воспринято очень хорошо. Я скажу, что не только мной, но и очень многими людьми. И старшего поколения, и людьми, которые понимали, что это очень знаковое назначение. И причем это назначение состоялось в сложное время. Я считаю, что это назначение говорит еще и еще раз о том, что президент страны Владимир Владимирович Путин, он умеет правильно определять людей. Он много раз говорил, что это такая вот цельная натура, мужественный человек и человек, который умеет говорить правду. Вот эти вот качества, они прежде всего и победили, как говорится. Они вот стали главенствующими. И действительно то, что его в республике знали, и многие религиозные деятели, которые учились с ним в Исламском институте, они говорят о том, что он очень порядочный и очень справедливый человек. И вот это вот эти все, когда качества совпали, конечно, это было правильно, знаковое. И мы убедились, что это было так. Но вы вскоре стали заместителем полпреда президента России в Южном федеральном округе, а Чеченская Республика, Ингушетия, вот Дагестан, эти субъекты тогда входили в Южный федеральный округ. Да, тогда входил и Ростовская область, Если я не ошибаюсь,
И это совпало по времени с тем периодом, когда Да. Ахмад Хаджи ставил вопрос о том, чтобы провести референдум. Как он говорил всегда, давайте хотя бы раз спросим у народа, как он хочет дальше жить, какую выбрать судьбу в составе России или как. Вы это как это было воспринято? Вы были сторонником или противником? Давайте вот так поставим вопрос, потому что в целом и в руководстве... Люди были разные, да, правильно. И в Москве были противники. Абсолютно правильно. Люди были разные. Но так получилось, что уже работая замполпреда, Ахмад Хаджи уже работал главой администрации, мне приходилось, и я как раз за социальный блок отвечал, и потом пошел на выборы. Выборы были всенародные, очень много было кандидатов. Ну и один из первых, кто меня поздравил, кто поддержал, это был Ахмад Хаджи, и мы с ним начали работать. Это был 2002 год. Я вам скажу, что буквально прошло 4 дня. Первое, что я сделал, и мы с ним сразу договорились, почему? Потому что нам абсолютно у нас... Это общая проблема была. Беженцы были наши, это была республика одна, и проблемы были, которые, ну и в разрухе, город в разрухе был, что там говорить, вещи надо своими именами называть. И уже тогда возникал вопрос о референдуме. Ну, он только спустя год был проведен, скажем, в марте 2003 года. Невероятных усилий, да, невероятных усилий, и подготовка была. И самое главное, это путинский референдум. На территории Ингушетии тоже было? Да, ну да, там же огромное количество беженцев было. И Ахмад Хаджи, мы с ним много говорили, вечерами очень много разговаривали, так обсуждали темы эти, мы очень много говорили. Естественно, речь шла и о референдуме, и к чести федерального центра, к чести президента страны нашей, Владимира Владимировича. Мы все понимали, что референдум нужен. Это был первый конституционный референдум чеченского народа за всю историю, по сути дела. И стоял вопрос, там одни говорили, что вот там какие-то особые полномочия. Вот что мне понравилось в Кадырове, старшем, он сказал, не нужны никакие особые полномочия. И вот мы обсуждали, он говорит, да, мы хотим быть равными среди равных, но с учетом того, что случилось, что нужно восстанавливать город, конечно, нужны отдельные программы, конечно, экономическая поддержка нужна быть, политическая должна быть поддержка. Вот это он ставил с первого дня. Но референдум, мы почему-то вот незаслуженно забыли это. Все это референдум, вообще стоял вопрос о не только о республике, что будет с регионом. Вы имеете в виду, забыли в масштабах страны, наверное? Ну, да, я думаю, что и в масштабах страны, и вот в регионах. Почему? Потому что это был период, по какому пути пойдет регион. Почему? Потому что чуждая нам идеология, все это привнесенное было, по сути дела, речь шла о существовании государства, то есть вот территориальной целостности государства. И вот, как и всегда бывает в такое время, появляются национальные лидеры в стране, это был Путин, в Чечне это был Кадыров, и мы помогали, конечно, поскольку все беженцы были на территории, и совершенно четко было определено, что референдум надо проводить. И вот вы совершенно правильно сказали, что определенное и не маленькое такое, и очень влиятельное количество людей, причем чиновников отдельно, они говорили, что нет, пока не надо, что рано, что должна быть обстановка какая-то созреть, да, непонятная. То есть люди мучились, то есть люди не жили, а выживали. Вот такое ощущение, как будто это кому-то хотелось, чтобы это продолжалось. Вот здесь он четко занял позицию, и мы на территории, вот по сути дела, беженцы были в основном вот там, в Ингушетии, вот это четко все провели. Вот обратите внимание, что ни одного выстрела, ни одного нарушения, ни одного даже вот дорожно-транспортного происшествия. Это когда было много оружия. Конечно, конечно. Это когда были и устремления, и экстремистские, и террористические, все. Вот это было настолько все организовано, это все-таки было вот благословение Всевышнего. И вот то, что я думаю, что вот и национальный лидер, и президент страны, и то, что вот консолидация общества произошла, то есть люди поняли, что по-другому быть не может. И чеченский народ, его чести, его вот славе, я бы сказал, да, они сказали однозначно, мы себя вне состава Российской Федерации не мыслим. Хотя там говорили, что вот они по-другому, абсолютно. Люди совершенно четко сказали. Команда Кадырова сказала, что все, другого быть не может, хватит. Мы хотим, вот, чтобы республика развивалась, мы хотим, чтобы было здесь созидание. Вот это было в этом плане. Я в этом плане сказал, Альви, вот глубоко уважаемый мой, да,
Я в этом плане сказал, что почему-то незаслуженно забыто этот референдум. Он имел огромное значение. Референдум, на мой взгляд, и об этом говорят и объективные политики, и политологи говорят, что референдум это он вообще должен стать каким-то классическим явлением, которое вообще могло бы войти в мировую историю и изучать. Мы знаем очень много регионов и стран, где конфликты начались задолго до того, что произошло в Чеченской Республике, и конфликты продолжаются, и, к сожалению, могут продолжаться еще десятилетиями. Это и Афганистан, это и Ливия. Вот в Ливию американцы демократию принесли, и оттуда со своим посольством бежали уже, были вынуждены. Вы тогда были генералом, и вы имели доступ к такому большому объему информации. Вот читая эту информацию, получая сводки, у вас какое мнение складывалось, что решить проблему, допустим, терроризма, бандитизма, сплотить народ, вывести республику на правовое поле, в течение какого периода удастся, как вы думали? Ну, я вам скажу, что я как региональный руководитель, как и любой региональный руководитель, конечно, получал достаточную информацию от правоохранительной системы, от значит, политиков, всевозможных экспертов. Конечно, мы понимали, что должен быть комплекс всего. Здесь и правоохранительная составляющая, и инвестиционная составляющая, создание рабочих мест и, конечно, гражданское общество, консолидация общества. Потому что нельзя говорить, что вот чисто вот какое-то одно направление. Мы понимали, конечно, ситуация была сложная. Ситуация была, вот вы совершенно правильно сказали, что идут, и тогда шли, и сейчас идут глобальные изменения в мире. И, конечно, определенные силы хотели вот площадку держать Чеченскую республику, республику Ингушетию. У них была задача, вот мы сейчас понимаем, что происходит на Украине, там сплошной Майдан, вы понимаете, это уже сколько идет, уже несколько лет там. Это же не просто сейчас, вот последний год, это же то одного президента выбирают, то другого выбирают. То есть вы понимаете, вот это самое страшное. 92-го года, конечно. 91-го года у него процесс. Вот, поэтому вот к чести вот, и нашего национального лидера Владимира Владимировича, он собрал страну. И никому не позволил, когда вот там отдельные политики говорят, что там вот, ну, чтобы там где-то выглядеть оригинально, они говорят, вот там сейчас Россия там состоит с колен. А президент страны сказал, Россия никогда не была и не будет, не станет на колени. И он сегодня абсолютно внешнеполитическую, внутреннюю политику ведет на то, чтобы вот регионы укреплялись. А вот площадка, конечно, Чеченская республика, регионы Северного Кавказа, конечно, хотели использовать. Мы помним, как попытка там организовать там всевозможные... Был информационный терроризм. Мы же понимаем, что в отношении того же Кадырова, которого вот сегодня Ахмад Хаджи, конечно, это не всем нравится. А с другой стороны, он совершенно четко понимает, что для всех мил не будешь, всем ты это не можешь нравиться, но он, став популярнейшим политиком, он сегодня решает задачи своего народа. Вот это самое главное. Там, от того, что ты там кому-то нравишься, не нравишься, это не главное. Так не бывает, что всем нравился. Это барышня может всем нравиться, да и то не всем. Он сегодня не смотрит назад, вот идет уверенно вперед, это очень важно. Мурат Владимирович, вот вы являлись президентом Республики Ингушетия, а Ахмад Хаджи президентом Чеченской Республики. Я не являлся, я всенародно избранный был. Я имею в виду? Да, согласен с вами. Понимаете, вы являться можете только тогда, когда народ вас всенародно изберет. Спасибо. Я имею в виду, это был период сложных проблем не только в Чеченской Республике. В Республике Ингушетия там сотни тысяч беженцев было. И если правду говорить, и террористы там же тоже были, и участники незаконных вооруженных формирований. И в то же время вот вам и Ахмаду Хаджи удалось как-то выстраивать между собой теплые, дружеские, братские отношения, и эти отношения вы сохранили. Как это удалось? Ведь тогда проблемы были тысячи раз сложнее, острее. Вы знаете, я не считаю это такой большим подвигом, то, что мы это делали. Мы просто исходили из мудрости наших предков. И вот сейчас и с Рамзаном мы исходим вот в своих отношениях, из того, что... То есть наши отношения, ну, братские отношения, да, они
вот как чистая родниковая вода. Ее нельзя, не пачкать нельзя, вот это должно быть, это что-то, это святое просто, понимаете? И я не считаю, что это вот какой-то большой подвиг, это должно быть, это обычное явление. Вот как можно быть, как-то по-другому это все понимать? Да, действительно, я вот возвращаясь к тому, что сказал, ровно через 4 дня мы подписали соглашение, вот я сегодня об этом и говорил, нам не нужны никакие соглашения, мы были, есть, я подчеркиваю, еще раз повторяю, были, есть и будем навеки вечные братьями. Другого нет, другого подхода нет и быть не может, никогда. Вы имеете в виду народы, да? Конечно. Ну и самое главное, конечно, мы решали вопрос. Вот он приезжал туда, к беженцам. Что-то я делал, не говоря ему. Вот, например, там беженцы, которые жили там в Аки-Юрте или там чеченских, где в основном чеченские население жило, да, и, в общем, там тоже было. В Карбулаке было много тоже чеченских беженцев, там по всей республике было много, да. А вот там, где было более компактно, да, я ему ничего не говорил, я привозил им там книги на чеченском языке, там что-то такое. Почему? Потому что и там мне как-то было, чтобы в школах там преподавали и чеченский, и ингушский язык, там что-то. Почему? Потому что язык-то, они же друг друга все понимают же, не они, а вот народ-то, там переводчики не нужны. Я это и раньше говорил, и сейчас говорю. Там кто хочет что-то по-другому видеть, то давайте возьмем просто 44-й год. Посадили же, на один вагон отправили, одним же вернулись. Ну что может быть там? Ну это, конечно, такое... Аналогии не очень удачные, конечно, но тем не менее отношения, они были, есть и должны остаться. Здесь все исключается-то. Сегодня Рамзан Ахматович сказал, что главным оружием Ахмата Хаджи были правда и справедливость. Но вообще в мире принято постоянно говорить, что политик не может быть неправдивым, несправедливым, что с первого же дня ему нужно забыть о том, чтобы вот об этих понятиях. Вы знаете, я извиняюсь, если говорят, что политика грязное дело, говорят, да, в народе так говорят, да, это грязно, если делать грязными руками, с грязными помыслами. Он делал с чистыми руками, благородно это все делал. Почему? Потому что, когда ты служишь народу, и тогда политика становится состоянием души. У него так и было. У него так и было, поэтому и он очень многое успел сделать. Вот я так понимаю это все. Как вы думаете, насколько далеко можно идти, и насколько долго можно оставаться и политиком, и руководителем, и первым лицом среди народа, если забыть вот эти понятия? Если пытаться руководствоваться иными какими-то ценностями? Никакими другими ценностями руководствоваться нельзя. Вопреки всему надо любить свой народ, вот просто любить свой народ. Не просто там декларировать, я его люблю, я для него там все сделать, а это должны люди видеть в повседневной жизни. Это очень важно. И вот политик, он и на то и политик, и он и состоявшийся политик, когда люди видят. Не обязательно его там видеть вот рядом, вот так вот визуально, да. Можно знать, что он есть, там где-то по телевизору его показывают, да, но когда политик ведет себя так, и когда эти люди могут сказать, слушай, он один из нас, и сам политик говорит, я один из вас, и доказывает это повседневной вот жизнью, вот это как раз и есть то, что... И вот эта преемственность, вот в этом плане мне, вот я могу говорить, потому что я очень долго работал и с Ахмат Хаджи, и мы определенное, значительное время работали и с Рамзаном Ахматовичем, и я думаю, что вот лучшие качества вот он взял. И мне нравилось, как он на всевозможных совещаниях, заседаниях Госсовета, всевозможных там вот каких-то там инвестиционных площадках, да, как вот и старший Кадыров, как и младший, как они умеют разговаривать с федеральными министрами, с королями там вот ближневосточных стран, европейских стран руководителями. То есть это люди, которые вот говорят от души, может быть, такого чрезмерно такого академического там нет, что-то такое, да, красивые слова там и все. У них поступки красивые. То есть поступки, вот сказал я сделаю, вот эту улицу я сделаю. Сказал я построю там детский сад. Сказал, что я решу проблемы там какие-то. И делают. А как правило, больше
не говорят, а делают. Вот эта черта, она черта настоящего политика. Но он только начинающий политик, хотя уже и популярный. Я несколько дней назад слышал, как Рамзан Ахматович, когда заговорили об одной теме, он поклялся буквально, сказал: «Валлахи, биллахи, таллахи, я никогда не выступал за то, чтобы объединить Ингушетию и Чеченскую республику. И если есть на свете кто-то против этого, то более чем я, противником на свете нету». И я, честно говоря, тоже никогда ни в кулуарной беседе, ни на кухне, ни в частном разговоре никогда не слышал, чтобы он говорил: вот нужно объединить Ингушетию и Чеченскую республику. Но в то же время вот какие-то люди вот постоянно вот эту тему нагнетают, муссируют и так далее. С какой целью? Это вот, вы знаете, Али, это вот как забава, это как журналистское клише такое, да? Две темы обязательно будут в любое время, дороссийское, в советское время, если речь будет о руководителе, будет интересоваться, да? Это вот как забава. Два вопроса обязательно задают. Это вот по объединению Чечено-Ингушетии и по многоженству. Эти вопросы всегда задают, поэтому, ну, если говорить более серьезно, то я могу сказать, что нас никто не разъединял. И нам не надо объединяться, разъединяться. Мы были, есть и будем всегда вместе. Две республики, одного народа, два президента, войнавского народа. Вот мы когда и с старшим Кадыровым, и с Рамзаном Ахматовичем бывали на каких-то мероприятиях, выступали и где-то объявляли так, что вот один президент войнавского народа, второй выступает. То есть у нас в Совете Федерации есть свои представители. Единственное, что мы должны, это наша обязанность, это вот наши предки нам завещали, а мы должны вот радоваться друг другу. Мы должны гордиться тем, что делается друг у друга. Мы должны помогать друг другу. Мы должны вот делать все, что объединяет людей. У нас не было никогда никаких проблем, и я думаю, что нас никто и не разъединял. Почему? Потому что мы войнавский народ, а республика Ингушетия, Чеченская республика, это две республики, два субъекта Российской Федерации. И Базоркина в его романе «Из 7 веков», по-моему, он там взял эпиграф «Народа жизнь бессмертна, чтобы не было бы с ним». Я не знаю, если я не ошибаюсь, по-моему... Да, примерно, да. Это и у Тихонова есть. Тихонова, он, по-моему, это слова Тихонова. Тихонова, да, это слова Тихонова. Взял эпиграфом. Да. Конечно, жизнь народа бессмертна, и просто я почему этот вопрос поставил, бывает странно слышать, когда даже если кому-то, нуждающему человеку, исходя из того, что этот человек из твоего же народа, но живет в другом месте, если какую-то помощь оказать, люди говорят: нет, вы у нас спросите, можно ли ему оказать помощь или нет, и так далее. Конечно, народ, он один, и будет всегда один, и единым, но, к сожалению, вот как я сказал, постоянно какие-то вопросы появляются, и это не красит тех, кто эти разговоры ведет, конечно. Но помощь, никогда не надо афишировать помощь. Помощь, она оказывается, помощь надо оказывать. Почему? Потому что если ты будешь ждать благодарность за помощь, вот даже когда тебе потом скажут, что там, почему там люди не говорят, что ты там доброе делаешь, да? Почему люди об этом не знают? У меня бывало так. Говорят: ну, ты же вот построил там дома, там людям помогаешь, там, да, условно, да, или там. Это вот сейчас даже в округе, где я работаю, мы действительно подняли, вот руководитель нашего округа, мы подняли тему, это дети-сироты, многие вопросы, многие вот образцовое такое отношение к беженцам с Украины, это сегодня в нашем округе там это делается, да. Но мы не ждем, и никакой руководитель не должен ждать, чтобы тебе за это говорили спасибо. А когда тебя спрашивают, я сталкивался с этим, когда вот тебе говорят, ну почему люди об этом не говорят, почему люди, точнее, об этом не знают? Да, я говорю, Всевышний знает, не обязательно люди. Если ты будешь ждать благодарности от людей, то ты ничего не будешь делать, будешь сидеть ждать. Не обязательно, это все равно, это вот как твоя копилка, это вот сделал доброе, забудь, это все равно, это вот там наверху Всевышний это знает, люди узнают, или люди говорят там, что... Поэтому я думаю, что
Вот в этой ситуации здесь как-то очень правильно все это понимать. Марат Владимирович, вот 2000 год, когда Ахмата Хаджи назначили, и сегодня вы тогда бывали здесь, и сегодня вы приехали, как, по-моему, почти каждую неделю приезжаете. Какие чувства? Но вы меня выдали. Какие чувства, вот, когда вы сходите с трапа самолета? Вы знаете, чувство, ну вот здесь каждый клочок земли, это что датчина выше, каждый сантиметр для меня очень дорог. Я вспоминаю, я здесь учился, вырос и в школе, и в университете. И я видел разрушенный город, я видел, мы вывозили людей, мы помогали все это делать. И сейчас я вижу, вот скажи тогда мне, который я верил всегда, я верил, и сейчас это знаю, что это очень добрый, очень красивый, мужественный наш народ, да, чеченский народ тоже, ингушский народ, все народы Кавказа, все, в принципе. Но никто бы никогда бы не поверил бы, что так можно восстановить город, что так можно, вот, чтобы у людей произошла переоценка ценностей, чтобы люди вот объединились вот так, и чтобы у них была вот как бы цель, общенациональная гордость. Вот сегодня мы видели людей, и сегодня видим, вот чувство общенациональной гордости сегодня есть. Это очень важно. И, конечно, я испытываю огромное удовольствие. Вот я знаю, что самолеты, Грозный авиа, они сегодня летают в Севастополь. Из Севастополя летает в Белгород, Татарстан, по всему миру. Вы представьте себе это вот совсем недавно, ну кто бы это поверил бы, да? И мы... Сегодня я и говорил об этом, и еще хочу раз подчеркнуть, усилиями чеченского народа, огромной помощи федерального центра, в частности президента Владимира Владимировича Путина, огромными усилиями вот Ахмат Хаджи и сегодня Рамзан, вот сегодня все преобразилось. Вот никто бы, я еще раз хочу подчеркнуть, никто бы в это не поверил бы. Это если вот было бы, вот, если мы как бы отлистать назад, да, все. Но это огромное, это какое-то благословение Всевышнего. Почему? Потому что город неузнаваемый, фантастически красивый город. Он один из самых красивых городов у нас в стране. И он такой уже культурообразующий. Почему? Потому что мне еще нравится, с чего я просто получаю огромное удовольствие, что здесь идет возрождение культуры. То есть тех добрых, многовековых традиций чеченского народа. Я вижу, как государственные ансамбли, я вижу другие коллективы творческие. Это причем на уровне вот некоторых в районах, на уровне госансамблей. Я вижу, какой помощью оказывается спортсменам, какие материальные затраты на культуру. Кто-то скажет, ну а что там культура, да, еще я забыл, социальные проблемы решаются, все это делается. Но кто-то говорит, ну а зачем культура? Культура нужна, это история народа, это то, без чего мы никогда не проживем. То есть мы уважаем, я вот и раньше говорил, мы уважаем Ближний Восток, мы уважаем там Латинскую Америку, мы уважаем, значит, и другие регионы мира, страны. Но мы прежде всего должны не забывать наши корни, наши истоки. Человек, который забывает свою историю, он получает забвение такое, которое просто даже страшно даже представить. Вот в этом плане, когда руководство республики взяло курс на возрождение культуры, тех традиций, да, кто-то скажет, ну что не популярно, ну что там, давайте там лишний там какой-нибудь там объект построим. Это тоже нужно. Потом инвесторы как идут. Инвесторы идут туда, где верят, где действительно обстановка спокойна. Очень, очень важно это. Мне хочется вот пожелать удачи братскому чеченскому народу, ее руководителю, всем, чтобы вот и дальше шли по пути созидания, чтобы также решались вопросы создания рабочих мест, и чтобы город Грозный и республика становилась еще краше, и богаче, и чтобы она была, ну, и дальше одним из таких преуспевающих субъектов Российской Федерации. Спасибо. Это была передача «Диалоги», и сегодня нашим героем был заместитель полпреда президента России в Центральном федеральном округе Марат Магомедович Лядиков. Всего вам хорошего.